Друзья, это проект испытан на себе на канале Якутия 24. И во время майских праздников у нас есть разные планы. Кто-то отдыхает в городе, кто-то уезжает из города. Но так как мы любим с семьей отдыхать на природе, то мы решили после долгой затяжной зимы, холодной, с большим количеством снега, выбраться на майские праздники, на выходные. Соответственно, мы выбрали для себя Еланку. Во-первых, это символично, то что буквально месяц назад завершилась экспедиция по Ямщицкому почтовому тракту Иркутск-Якутск. Вот, но в той поездке Еланку мы проехали, грубо говоря, ходом, а в целом Еланка является таким достаточно популярным туристическим местом для горожан. Вот, ну и поэтому мы решили совместить приятное с полезным, тем более, что там еще будет такие, как маевка, да, такой некий слет ребят скалолазов, альпинистов. Будет, думаю, большое количество людей, знакомых. Вот, поэтому хороший шанс немного отдохнуть, развеяться. Ну, а решили мы поехать всей семьей. Вот у нас старшая спит, сейчас младшая кушает. Вот, сборы были, конечно, эпические. Вы можете видеть за моей спиной огромное количество вещей. Ну, мы всю эту распаковку покажем. У нас с собой, конечно, палатки, печка, чтобы, ну, зимой, да, тем более, я зимой говорю, весной, тем более еще река не пошла, ночью особенно минусовая температура еще сохраняется, ну, около нуля. Вот, но чтобы дети не замерзли, конечно, нужно брать все по максимуму. Вот, но сейчас мы подъезжаем в поселок Еланка. Здесь есть нюансы, да, то есть нам нужно по берегу пройти некоторое количество километров, около 2-3, но перед этим нужно найти спуск, спуститься. Здесь два спуска. Сейчас мы будем выбирать, по какой дороге нам лучше всего выбраться на берег. Первый спуск небольшой, нормальный, подъемный. Потом спустились по крутому спуску, тоже нормально. Гравий, скользко. Дальше сейчас поедем. Тут точно нет, наверное, там песок? Вот. Следы есть. Ну вот обычно здесь спускаются все. Состояние. А если покатиться, вот тормоз нажмешь. Так, ну, вроде в общем и целом дорога, спуск нормальный. Ничего такого критичного. Я думал, здесь, может быть, иногда так размывает колею. В целом нормально. Ну и машины вроде ездили. Главное самое потом подняться обратно. Вот. Так, ну а после спуска, соответственно, у нас предстоит проезд по берегу. Ну, берег вроде нормальный. Молодец.
Как говорится, лучше немного потратить время, походить пешком, проверить дорогу, чем потом выбираться из более сложной ситуации. Тем более, когда в машине дети. Там просто есть момент, с правой стороны большой камень стоит. Скатиться хорошо. Связи нет. Связь здесь лучше, а там почти нет ее. Просто здесь что-то слишком долго по грязи ехать, а там сразу на берег. Иди камень подвинь. Ага, там размером с Аришу. Держи. Туалет. Там мощно. Тактику я выбрал простую. Так как спуск был в грязи, я решил как можно дольше идти на минимальной скорости, на тормозах. А как машина сорвется в юз, отпустить тормоз и немного прибавить газу, чтобы нас не занесло на большой камень, который был справа от спуска. Обратно мы по этому спуску никогда не поднимемся. Да? Да. А по какому? Вариант только он по этому, по пологам. Там, короче, он идет по берегу. Понизу, мне кажется, не надо. Я даже не газовал. Ой. Реакция супруги, да? Откройте мне окно. Санитар. Он новый. Да. Он упал. А это просто, чтобы вдруг сильно страшно станет, чтобы далеко не бегать. Мы прибыли на место лагеря, где нас уже ждали наши друзья. Надо их отдельно поблагодарить. Мы попросили занять нам просто место на берегу, а они даже немного подровняли берег под размер нашей большой палатки. Установив лагерь, мы накрыли стол, достали готовую еду, что привезли с собой из дома. Ну а быстро заваривающаяся лапша – это как обязательный атрибут каждой поездки. Очень выручает, когда времени на готовку чего-то серьезного нет. Когда стемнело, мимо лагеря пробежал гость, который не ожидал увидеть такое большое количество людей. Чинно пробежав по берегу, удалился в кусты. Ну а мы растопили печь и легли спать.
Утро следующего дня началось с дождя. Но ничего не может испортить утро, если у вас есть с собой кофе. Правда, кофе мы забыли, но это не проблема, когда рядом друзья-кофеманы. Алик, Алик любит, когда снимает. можно сюда? 2 ложки молотого. У тебя молотый или ты его молишь? Молит. Молишь? Вымаливаем. Процесс. Огонь. Меня снимай. Если не то снимаешь. А у вас тут это батл, да? Это одна порция. Я тут на 3 порции делал. Мы недавно купили. Сейчас это... Все, кофе бухай. Огонь. Ты туда кипяток заливаешь? Да. И потом выдавливаешь, да? Аэропроцесс. Она ведь просто под давлением получается, а более насыщенный вкус получает. Если просто проливаешь стакан воды, да, Это чистая уже? Юля? она под давлением. И поэтому она экстрадируется очень хорошо. Реагируется очень А мы кипятим, Юля, настаиваем, да, определенное время, 3 минуты, чтобы она отдала свои вкусовые качества. А определенно надо время. А, у тебя здесь заваривается? Да. Это френч пресс. Ну просто ложь сюда. И все. Ну, там ребята поделились молотым кофе. Ага. У нас походная печка, плитка. Скажи, что ей 20 лет. И лет 10. Точно. Да, короче, потом посмотрели, оказывается, это корейский оригинал. Поэтому... Никогда не подводила нас. Ну, ту-ду-ту. Написано же оригинал. Это тот случай, когда надпись не врет. Ты у нас самая заряженная, да, против дождя? Такая экипировка у тебя мощная. Как спала? В продолжении темы кофе мы с собой взяли гейзерную кофеварку. В ней горячая вода вытесняется давлением пара и поднимается из нижнего резервуара в верхний через отделение с молотым кофе. А где второй зеленый? Надо добавить сахар и молоко. После бодрящего завтрака мы отправились на прогулку. Скалы и ланки славятся своей красотой и собирают огромное количество отдыхающих, особенно в летний период. Весной же эти места знамениты своими бурными потоками талой воды, которые устремляются с берегов, порой образуя настоящие водопады.
Ближе к обеду дождь закончился, а это означало, что можно уже пойти на скалы. Я составил компанию Альберту, который должен был установить базу для дальнейших занятий. Так, тут учебная трасса есть. Мы сейчас поднимемся, по щели поднимемся наверх и сверху будем заниматься. Невысоко и безопасно. Вот он. Ух ты. Тут да, небольшие ступеньки есть, хорошо пройдем. Главное просто головой не стукаться об камень, все. Вот. Ну, под ноги смотри, скользко, ага. Ну и камеру сними. Если что, 3 точки опоры, да, руки и нога. Руки и нога. Камеру надо убрать? Да, камеру все убрать. Давай я тебя сниму тогда, как поднимешься. Да, руки, нога. Нога. Если что, тело может тоже вот так раздавать. Что-то мне подсказывает, что я там не пролезу. Ну я без рюкзака. О, красота. Есть. Готово. Первое есть. Сейчас еще вторую сделаем. У тебя сейчас будет спуск вниз? Да, спуск вниз. А я потом направо пойду. И назад. Сколько обычно нужно метров троса альпинисту? Альпинисты берут по 60 метров. Это какое-то негласное правило. Вот. Потому что обычно маршруты бывают высотой 15-20 метров. Да, это как бы... Аяна говорит, ты близко к обрыву стоишь. Грязного страховка. Сейчас. Правильно, Обязательно, да. да? Жена беспокоится. Страхуемся. Так, это называется станция, да, делается на точках-страховках для того, чтобы организовать. Станция всегда делается из 2 шлембуров, то есть одна основная, а вторая подстраховочная. Здесь, если это сломается, то запасная останется, одним словом. Либо пробивается 2 шлямбура, да, 2 шлямбура, и организуется здесь как бы мини-станция. Станция делается из 3 карабинов. Щелкаем сюда раз, щелкаем второй сюда. Просовывается станционная петля, или просто петля называется. Один сюда, второй сюда. И посередке щелкается рабочий карабин. И здесь то же самое работает. Если одна станция сломается, то вторая должна выдержать. Вот. Подожди, а ты Так. если... То есть, Так. да, тут также правило есть, да, смотрите. Допустим, ситуация, если новичок стегнется так, то это никак его не спасет при случае обрыва излома троса, да. Смотрите, что произойдет. Допустим, одна из ушек ломается, да, вот, то спортсмен может просто вылететь. Поэтому правильно, перед тем, как щелкнуться в петлю, да, здесь нужно верхнюю петлю повернуть немножко так, создав тем самым кольцо, которое можно встегнуться. И смотрите, теперь ситуация, да, опять ломается станция, допустим, порвалась, и все, как бы вы останетесь висеть. Все, окей. Во время станции или какого-нибудь движения, да,
чтобы случайно не сорваться, есть страховочный ус, который крепится к беседке и к точке страховки. Примерно если я споткнусь, да, то я буду висеть на ней. Вот так вот. Все, окей. Тут максимально все безопасно. А, и Да. он еще тут даже фиксирует. Или он Да. не держит? Ну, есть станции бывают разные, вот это просто регулируется. Потому что рабочие площадки разные. А, и можно ее. Да, я так отрегулирую, чтобы... И у нее такой самозажим работает, что она. регулируется. Ты тоже будешь кидать? Да, тоже буду кидать. Кучу веревок хочу принести. Веревка обычно толщиной примерно 9 миллиметров. Это достаточно, да, для того, чтобы человек можно было страховать. Но в больших горах берут веревки, конечно, поменьше, 8 миллиметров, потому что она все-таки имеет определенный объем, ну, вес. Вот. Сейчас давайте бросим, да? Долетим. Там до земли дошла, да? Да, дошла. Так, сейчас я начну спуск вниз с помощью спускового устройства, да, которое само блокируется. Нагружаем станцию, проверяем, все держит, вроде. И потихонечку я начинаю спускаться. Ой, слушай, веревочка-то это Сырая? старая. Так, ноги на ширине плеч, да, чтобы равновесие более устойчиво держать. Веревку держим конец правой рукой и спускаемся. И смотрим вниз все время. Так, если нам задача подняться вверх по веревке по маршруту, то обязательно нужен жумар, схватывающее устройство, которое идет вверх и обратно стопорится. Вот, то есть можно держаться и толкать его вперед. И чтобы обратно не спускаться, да, спусковое устройство должно схватываться. То есть мы вот тянем, Так, подожди-ка. Сейчас. держит. Спусковое вот, да? Да, спусковое устройство вот тянем, и она обратно возвращается. Получается, одновременно тянем эту веревку туда и толкаем жумар. И поднимаемся, и толкаем жумар вперед. Вот. Ну, на крутом более-менее видно, да. Опа. Мастер. Погода в мае абсолютно непредсказуема. Тут поднялся сильный ветер и пошел снег с дождем. Но как только он закончился, занятия продолжились. Вот, например, случай, если альпинист спускается по веревке, а она удлинена второй веревкой и связана узлом. Что делать? Как перейти этот узел? Этот момент также отработали на скале. Да, узел. Что делать? Это называется схватывающий узел. Раза 3, да? Просто 3 раза обматываешь. Видишь? Ну, она сейчас нагружена.
Видишь, да, узел мешает. Угу. Смотри, как профессионалы делают. Тут максимально. А тут задача будет немножко его вытравить. Потому что репшнур немножко длинный. Все уже, да? И все, ты на спусковом, да? Теперь я на спусковом, да. Да? Можно бегать по скале, да? О! Огонь. Теперь пойдем. Ого. Он легче или сложнее? Ну, веревка тоньше, мягче. Не такая дубовая. Надо отметить, что Федерация альпинизма и скалолазания Республики Саха-Якутия активно развивает данное направление в республике. Появляются новые скалодромы, где обучаются все желающие от мала до велика. Кроме того, совсем скоро появится первый в Якутии олимпийский скалодром. Будет он располагаться в спорткомплексе Дахсун. В программу 8-х международных спортивных игр «Дети Азии», которые состоятся в Якутске в 2024 году, вне зачета включены демонстрационные соревнования по скалолазанию. Скалодром будет высотой 16 метров, и его построят с учетом требований проведения международных соревнований. Учебные же трассы на Иланке позволяют закрепить знания, полученные во время занятий на скалодромах, и поэтому подобные выезды ценятся не только уже опытными участниками, но также и новичками. Но в свою очередь мы не могли не воспользоваться моментом и под присмотром опытных инструкторов отправили старшую дочь попробовать подняться на скалу. Ну, для первого раза, я считаю, неплохо. Вот, смотри. Левая нога выше. Ногу выше. Правую. И чуть к себе. Такая ступенька классная. Еще чуть-чуть к себе. Ага, вот. О! Брат, ты жив! Брат! У него нос чешется. Почему? Он же на подъеме.
Подошел к завершению очень насыщенный день на Иланке. Отъезд был запланирован на обеденное время, как раз чтобы успеть собрать лагерь. Надо отметить, что не все участники добрались до Иланки на автомобилях. Знакомьтесь, Александр Татарченко, он приехал на велосипеде. Я люблю выезжать на природу, отдыхать, таким образом отдыхать от будничных дней. И давно была мечта приехать на Иланку на велосипеде. И вот недавно я ездил 120 за 4 с лишним часов. И мне это понравилось, то, что без зимней подготовки я смог. И тут расстояние около 160 от города Якутска. Я решил попробовать заехать до 8 часов, но у меня получилось всего лишь за 12. За последние года асфальт здесь большая часть появилась, и это и сподвигло к быстрому преодолению. Основное свое снаряжение — тяжелую палатку, там, шкуру оленя, чтобы было потеплее. Я отправил на машине, а с собой взял только продукты, 4 литра воды и все. Ну, а вот это у тебя как бы обвес называется бэкпекинг, да? Байкпакинг, да. Бэкпакинг. Это для компактного укладки вещей. В заднюю подседельную сумку можно вложить компактно палатку. Сюда можно положить дуги от палатки. У меня здесь сейчас гидратор на 3 литра. Сюда какие-то снеки. Это называется фудбэги нарульные. Но если дополнительно брать нарульную сумку, туда можно положить что-то пообъемнее, типа спальника хорошего, пухового. Вот и подходили к концу наши выходные. Мы потихоньку собрали лагерь и выдвинулись в путь домой. На подъеме в Иланку нас ждала еще одна интересная весенняя достопримечательность. Ну а сейчас у нас на выезде семейный поход на водопад. Водопад — это такое место притяжения. Из города Якутска приезжают посмотреть на это достаточно редкое для наших краев явление, да. Вот. Но сейчас идет талая вода, и такие бурные потоки идут с вершин. Нюня. Шишки. Да? Возьми. Шишки упали. Молодец. В общем, мы приняли решение не идти на водопад. Очень такая... Это еще более-менее тут дорога. А дальше там вообще очень скользко. В общем, с детьми не рекомендуется ходить туда. Чисто если в хорошей обуви и, соответственно, сами взрослые. Не увидев водопад, мы нисколько не расстроились, потому что впечатлений, которые мы получили за эти 3 дня, было предостаточно. И, пользуясь случаем, хотелось бы напомнить: беречь природу, не оставлять после себя мусор, относиться к окружающей вас красоте бережно и с уважением. И тогда подобные поездки на природу будут радовать не только вас, но и ваших детей.